Здравствуйте, рада приветствовать вас в проекте «Онлайн-среда». Меня зовут Катерина Сергеева, и сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно. Центробанк снизил ключевую ставку до 17%. На заседании 12 сентября Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 17%. Решение регулятора предсказало меньше трети участников консенсус-прогноза РБК. Лишь 8 из 30 опрошенных ожидали снижения ставки на 100 базисных пунктов на текущем заседании. На предыдущем заседании Центральный банк решил опустить ставку более широким шагом. Тогда снижение составило 200 базисных пунктов, а показатель опустился с 20 до 18% годовых. Цикл снижения ставки начался с заседания 6 июня, когда регулятор снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. До этого ключевая ставка снижалась почти 3 года назад, 16 сентября 2022 года. Тогда Центральный банк опустил на 50 базисных пунктов до 7,5%. Цикл жесткой монетарной политики начался в июле 2023 года с повышения ключевой ставки с 7,5 до 8,5%. К концу 2023 года она выросла до 16%. На этом уровне ставка оставалась с декабря 2023 года по конец июля 2024. Затем регулятор возобновил подъем. В июле 2024 года ставка выросла до 18% годовых, в сентябре до 19% годовых. В октябре она побила рекорд весны 2022 года и достигла нового исторического минимума – 21%. В декабре 2024 года регулятор неожиданно для всех решил сохранить ставку на уровне 21%, а в феврале, марте и апреле 2025 принимал аналогичные, но уже ожидаемые рынком решения о сохранении ставки на прежнем уровне. Минтруд анонсировал изменение расчета больничных и декретных. Минтруд и Социальный фонд России ведут работу над тем, чтобы изменить правила расчета и начисления пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, заявила директор Департамента развития социального страхования ведомства Людмила Чекмачева на Всероссийской неделе охраны труда. Отмечается, что эти корректировки коснутся граждан, занятых у 2 и более работодателей. По правилам, которые действуют сейчас в ситуации, когда работник занят в нескольких местах и за последние 2 года трудился у одних и тех же страхователей, он получает пособие по каждому месту работы. Если работник трудится у нескольких работодателей, но за последние 2 года был занят у других страхователей, то пособие платится только у одного страхователя, у которого работник занят на момент страхового случая по выбору самого работника. Сама сумма выплат рассчитывается из среднего заработка гражданина за 2 предшествующих календарных года. Однако существуют минимальные и максимальные пороги. Так, например, в 2025 году размер пособия по беременности и родам за 140 дней составляет минимально около 103 тысяч рублей, максимально 794 300 рублей. Сейчас у нас все пособия платит Социальный фонд, и логично, чтобы пособие было одно. Представитель ведомства назвала такой подход как возможность сгладить несправедливость по отношению к молодым матерям. Российские компании готовятся к сокращениям персонала. Практически каждая 10-я российская компания, около 12%, планирует сократить штат этой осенью. В конце 2024 года таких было только 8%. Одновременно вдвое уменьшилось число предприятий, готовых нанимать новых сотрудников. Год назад их было более половины, а сейчас лишь четверть. В то же время аналитики предупреждают, что из-за высоких издержек и слабого запроса в экономике доля готовых к сокращениям компаний будет расти. В настоящее время под угрозу увольнения работники строительной отрасли, занятые в сферах машиностроения, добычи сырья и отдельных сегментах ритейла. Консалтинга, отмечают опрошенные издания эксперты. Кроме того, уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Не технические специалисты в IT, джуниоры, маркетологи, административный персонал. По мнению замдиректора Работа.ру Александра Петеркова, компании предпочитают удерживать опытных универсалов. Также рискуют потерять работу сотрудники с рутинными задачами, сезонный и контрактный персонал, предупреждают эксперты. Так, под угрозой увольнения может оказаться персонал из отдела документооборота, где процессы уже легко автоматизируются. В промышленности это низкоквалифицированные кадры, чья работа заменяется машинами. Основными причинами роста сокращений эксперты называют падение потребительского спроса, рост издержек, повышение налогов, дорогие кредиты и необходимость повышать зарплаты ключевым сотрудникам. Тенденция к сокращениям также связана с оптимизацией процессов и внедрением новых технологий, включая искусственный интеллект. Однообразные задачи все чаще
передаются искусственному интеллекту. Вместе с тем расширяют штат компаний в сфере импортозамещения и промышленного производства, ориентированные на госзаказ, предприятия оборонно-промышленного комплекса, фармацевтические компании, а также компании, занимающиеся кибербезопасностью. Кадровый дефицит сохраняется в IT, логистике, медицине и образовании, органов правопорядка и производстве, ориентированном на внутренний рынок. В первой половине 2025 года наибольший спрос пришелся на рабочие и линейные специальности, рассказал директор по развитию Авито работы Роман Губанов. В частности, в 2,5 раза чаще стали искать гальваников и кузнецов. Кроме того, вдвое выросло число вакансий для поваров-кассиров, сборщиков мебели и сельхозрабочих. Впрочем, по мнению замруководителя Высшей школы финансов Юлии Коваленко, ситуация с сокращениями пока не выглядит критичной. Дело в том, что на рынке сохраняется кадровый дефицит и рекордно низкая безработица 2,2% в июле, а сотрудники могут переходить из одних компаний в другие, пояснила эксперт. Минтруд рекомендовал субъектам индексировать региональные мат-капиталы. Региональные материнские капиталы нужно индексировать. Сейчас их размер по субъектам варьируется от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на 10-м Всероссийской неделе охраны труда. В ряде субъектов отсутствует индексация или установленный критерий нуждаемости при его предоставлении. Антон Котяков попросил коллеги обратить внимание, что в федеральном уровне материнский капитал – это демографическая мера, и она нацелена на стимулирование новых рождений. Если вы, проецируя региональный материнский капитал на своих территориях, преследуете те же цели, то, наверное, установление критериев нуждаемости здесь не оправдано. Кроме того, чтобы региональный материнский капитал работал эффективно, прошу в преддверии нового бюджетного цикла отдельным субъектам предусмотреть индексацию размера в регионах с тем, чтобы она соответствовала сегодня текущему индексу потребительских цен и его росту. Котяков отметил, что большинство субъектов сегодня установили свои региональные материнские капиталы. Их размер дифференцирован и варьируется в пределах суммы от 50 до 500 тысяч рублей. Сейчас мы тоже продумываем варианты модернизации материнского капитала с тем, чтобы усилить его влияние на рождение вторых и последующих детей, напомнил он. Часть россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября. С 1 октября российские предприниматели сферы малого и среднего бизнеса и самозанятые граждане смогут взять кредитные каникулы сроком до 6 месяцев. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин 31 июля. Новый закон позволит предпринимателям, которые взяли кредиты по программам льготного кредитования, воспользоваться отсрочкой платежей до 6 месяцев по каждому кредиту, но не чаще одного раза в 5 лет. Центробанки уточнили, что оформить кредитные каникулы смогут предприятия, работающие в любой отрасли, если им требуется передышка в обслуживании кредита, вне зависимости от того, снизилась их выручка или нет. Однако кредитные каникулы одобряют, если размер кредита или займа не превышает 10 миллионов рублей для самозанятых, 60 миллионов для микропредприятий, 400 миллионов рублей для малых предприятий и 1 миллиард рублей для средних предприятий. Во время льготного периода проценты по кредиту продолжают начисляться и по ставке, указанной в договоре, и будут ежемесячно капитализироваться. Также кредитные каникулы могут взять предприниматели, чьи договоры были заключены еще до вступления закона в силу, но не ранее 1 марта 2024 года. Ранее правительство предложило увеличить срок ипотечных каникул до 1,5 лет для семей с детьми. Мера затронет только тех, у кого родился или был усыновлен второй и предследующий ребенок. Проценты по основному долгу будут начисляться с 7 по 18 месяцы. Оплатить их можно будет после погашения обязательств по текущему договору равными частями. Аэропорт Краснодара снова открыт для рейсов после более чем 3-летнего перерыва. Краснодарский аэропорт с 9:00 по московскому времени 11 сентября открыт для обслуживания рейсов, сообщил Минтранс. Ведомство добавило, что интенсивность полетов будет не более 5 взлетно-посадочных операций в час. Росавиация уточнила, что полеты гражданских самолетов могут выполняться ежедневно с 9 до 19, начиная с 11 сентября. Планируется, что первый рейс в Краснодарский аэропорт выполнится 17 сентября компанией «Аэрофлот». Это уже второй аэропорт российского юга, открытый в этом сезоне. 9 июля Минтранс объявил о возобновлении работы аэропорта Геленджика. 11 российских аэропортов закрыли после начала военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Были приостановлены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Ростов-на-Дону, Симферополь, Ставрополь и Элисту. Затем в этот список включили аэропорты Липецка. Аэропорт Ставрополя спустя сутки возобновил работу в штатном режиме. Аэропорт Элисты принял первый рейс из Москвы в конце мая
2024 года. В начале сентября глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над поэтапным возобновлением работы аэропортов. На протяжении всего периода временных ограничений воздушная гавань в Краснодаре поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы, подчеркнул Минтранс. Так, в полной готовности находятся 2 терминала, аэродром и спецтехника, отметили в ведомстве. Кроме того, был проведен ремонт при вокзальной площади аэропорта, фасадов терминалов, дополнительной рулежной дорожки. Также улучшена навигация в терминалах и обновлена парковочная зона. В России могут ввести полный запрет на курение электронных сигарет вне дома. В России могут ввести полный запрет на использование электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака вне специально отведенных мест для курения дома. Ограничения с большей долей вероятности появятся в ближайшие годы. Об этом заявила сенатор, председатель Социально-демократического союза женщин России Ольга Епифанова. Эта мера уже стартует с пилотного проекта в Нижегородской области. Цель нововведения – оградить население, особенно молодежь, от вредного влияния никотиносодержащих устройств и уменьшить их распространение, несмотря на продолжающиеся дискуссии о мерах регулирования и контроля рынка. Запрет оправдан с точки зрения охраны здоровья, так как вейпы несут серьезные риски, включая никотиновую зависимость и вред легким. Вместе с этим слишком радикальные ограничения могут способствовать развитию нелегального рынка и уменьшить эффективность борьбы с курением, отметила Епифанова. Сенатор добавила, что аналогичные запреты уже введены в ряде стран, таких как Вьетнам, Индия, Бразилия, где продажа и использование электронных сигарет полностью запрещены. Россия двигается в сторону усиления контроля, при этом оставаясь открытой к просветительской работе для формирования ответственного отношения граждан, заключила Епифанова. Ранее большинство россиян выступили за полный запрет вейпов. Выборы в Республике Коми прошли честно, открыто и прозрачно. Руководитель штаба по наблюдению за выборами Алексей Облизов подвел итоги работы системы общественного контроля на выборах в Республике Коми, отметив высокий уровень прозрачности избирательного процесса. По словам Алексея Облизова, честность и открытость выборов обеспечивала многоуровневая система общественного контроля. Это наблюдатель на участковых избирательных комиссиях, от которых мы получаем достоверную объективную информацию в формате «здесь и сейчас». Эксперт подчеркнул роль технологических решений в обеспечении контроля. Это стена видеонаблюдения, которая у нас была в Общественной палате Республики Коми, где было видно, что все участки и что происходит на них. Это работа ситуационного центра, где мы получали информацию из разных источников и реагировали на то, что происходит и как с этим можно работать. Алексей Облизов привел конкретные цифры, демонстрирующие масштаб общественного контроля. Более 700 наблюдателей от Общественной палаты Республики Коми работали на участках. А если считать наблюдателей от партий и кандидатов, то это более 2000 наблюдателей, которые следили за тем, как проходили выборы. Особое внимание было уделено контролю за дистанционным электронным голосованием. У нас были наблюдатели не только на участковых избирательных комиссиях, но мы также контролировали дистанционное электронное голосование. 2 наблюдателя в режиме онлайн от Республики Коми. По его словам, 1 наблюдатель работал непосредственно в ЦИК России и следил за всеми инструментами цифрового взаимодействия. Кроме того, наблюдатели от Республики работали на экстерриториальных участках в Москве. Подводя итоги 3-дневного голосования, Алексей Облизов заявил: по итогам 3 дней голосования в Республике Коми общественный штаб по наблюдению за выборами отмечает, нарушений, влияющих на волеизъявление граждан в Республике Коми, не было. В Усинске и Инте появится авиаотделение лесных пожарных. О планах по борьбе с лесными пожарами рассказал Ростислав Гольштейн в ходе прямой линии с жителями республики, которая состоялась 9 сентября, сообщает пресс-служба руководителя региона. В этом году Коми получила 51 миллион рублей из федерального бюджета и закупила 34 беспилотника отечественного производства. Из них 25 будут работать непосредственно на тушении пожаров, 9 на лесном надзоре. Это кардинально меняет ситуацию. Теперь специалисты будут видеть всю полноту информации на действующем пожаре и максимально эффективно координировать работу пожарных команд. 5 операторов БПЛА уже прошли обучение на базе ООО «Геоскан». С октября по декабрь еще несколько операторов будут учиться в Ухтинском техническом университете. Более 400 миллионов рублей на 26-28 годы уже заложено на эти цели в федеральный бюджет. Кроме того, по информации Минприроды Коми, с 2021 года по поручению президента России Владимира Путина были упразднены зоны контроля лесных пожаров. Это означает, что территории,
территории, где ранее пожары могли оставаться без внимания, теперь подлежат обязательной защите. Площадь охраняемой территории увеличилась более чем на 8 миллионов гектаров, что потребовало дополнительных усилий и ресурсов для защиты лесов Республики Коми. Однако благодаря этому решению значительно повысилась общая защита лесного фонда региона, который теперь охвачен более пристальным вниманием и действиями по предотвращению и тушению пожаров. В Интинском поселке Абись благоустроили заезд к фельдшерско-акушерскому пункту. В прошлом году в поселке был возведен новый современный ФАП. Однако, чтобы попасть на прием, жителям поселка приходилось добираться до медучреждения обходными путями. Прямо перед входом в здание находилась огромная дренажная канава, которая почти всегда заполнена водой. Изначально при строительстве предполагалось участок чем-то подсыпать, но специалисты быстро отказались от этой идеи, напрасная трата ресурсов. Такой поток воды очень быстро все размоет. Нужно было делать капитальный подход. Уже тогда руководство городской и центральной районной больницы начало вести переговоры с газовиками о помощи в укладке водопропускной трубы. Руководство организации пошло навстречу, и как только водопропуск был установлен, муниципалитет просчитал смету на благоустройство заезда. Работы обошлись в сумму чуть более 1 миллиона рублей. Подряд выиграл местный предприниматель Аркадий Рамазанов. На установку 3 плит, перил, стяжку и бетонирование у мастеров ушло всего 4 дня. Заезд рассчитан не только на пешее передвижение, но и для автотранспорта. А сейчас мы ответим на самые интересные вопросы, которые задавали интинцы на этой неделе. Когда приступят к ямочному ремонту горячим асфальтом? На данный момент завершены работы по ямочному ремонту дорог холодным асфальтом. Было отремонтировано дорожного покрытия 800 квадратных метров. На данный момент проведена подготовка к выполнению ямочного ремонта дорог горячим асфальтированием. С утра связывались с подрядчиком, тестовые запуски асфальтного завода ведутся. Со слов подрядчика, завтра начнутся работы. Выполнена фрезеровка улицы Дзержинского в рамках подготовки к асфальтированию. Начнутся улицы Дзержинского. Далее по списку, то есть улица Чернова, улица Кирова, улица Полярная, улица Бабушкина. В рамках контракта будет заасфальтировано чуть больше 4000 квадратных метров дорожного полотна. Срок выполнения работ 20 октября 2025 года. Предполагаются ли какие-то акции движения первых на кроссе наций? 20 сентября на площади имени Ленина состоится семейный забег в рамках кросса нации. Мы приглашаем к участию всех желающих. Это семьи, мама, папа, ребенок. Это может быть один представитель из взрослых и, соответственно, один ребенок. К участию мы приглашаем всех посредством регистрации на платформе «Движение первых». Необходимо зайти на сайт движения, найти проект «Семейная команда» и подать заявку на участие. После регистрации всех желающих принять участие мы встречаем на стойке регистрации на площади возле сцены. Все участники нашего забега получат небольшие подарки от движения первых, а также все участники станут участниками розыгрыша. Началась ли в Инте прививочная кампания? Да, действительно, прививочная кампания в этом году уже началась, она идет полным ходом, поэтому приглашаем наших жителей на вакцинацию. Кабинет у нас работает каждый день с 8 до 15 часов в рабочие дни, и в субботу работать сейчас будем, вот с этой недели, будем работать с 9 до 13. Вакцинация у нас сейчас проводится прямо вот богатый выбор, поступило 3 вида вакцины. Это 4-компонентная такая, самая хорошая, Ультрикс Квадри, Флюэм и Савигрип. То есть, в принципе, все вакцины хорошие, без консервантов там и с хорошим результатом. То есть, и переносится тоже достаточно легко. То есть, можно даже вот пациенту самому выбрать, какой вакциной он хочет вакцинироваться. Что, конечно, вот является как бы достижением, потому что раньше нам поступал раньше один вид вакцины и все. И то есть какого-то выбора не было у пациентов. Сейчас, пожалуйста, какой больше нравится, какой раньше прививались, какой был опыт или что-то новое попробовать. Вакцинироваться нужно всем, поэтому мы приглашаем вот всех независимо от возраста, там, состояния здоровья, но приоритетные, конечно, категории у нас это медработники, это работники социальной сферы, работники учреждений дошкольных, школьных, которые контактируют с детьми. И, конечно же, вот
магазины, то есть это продавцы, там и другая сфера обслуживания. То есть приглашаем, в общем-то, всех, в том числе как бы работников каких-то промышленных предприятий, там управляющих компаний. Им тоже нужно сохранять трудоспособность, да, и не слечь в сезон, когда поднимется эта заболеваемость. И, конечно же, таких вот пожилых пациентов, да, которые не работают, это тоже им нужно всем прививаться, особенно тем, кто имеет какие-то серьезные заболевания. Ну, я вот как кардиолог считаю, что всем нашим пациентам с заболеваниями сердца необходимо вакцинироваться, потому что на фоне вот этих вот острых процессов как бы обостряются и наши хронические заболевания, а также как бы и остальным пациентам и с заболеваниями там легких, заболевания диабет, там другие эндокринные заболевания, желудочно-кишечные. В общем-то, противопоказаний там совершенно немного. То есть это вот именно острые какие-то заболевания, либо обострения хронических, но можно потом привиться, когда все это пройдет, это острое заболевание, либо пройдет обострение. И если, конечно, есть какие-то вот медотводы, у нас работает иммунологическая комиссия, то есть врач направляет туда, и мы уже решаем комиссионно, да, если кому-то противопоказано, то выдаем такую справочку. И еще хотела бы обратиться к руководителям предприятий, если вы хотите, да, чтобы привили организованно ваш коллектив, то, пожалуйста, направляйте ваши заявки на имя главного врача, мы обязательно как бы созвонимся, договоримся, обсудим время и всех привьем. То есть коллективно не нужно там куда-то ходить. Учитывается ли участие в СВО в пенсионном стаже? Период участия в СВО учитывается в пенсионном стаже в двойном размере – день за два. То есть за год боец получает 2 года страхового стажа. Это касается мобилизованных, контрактников и добровольцев. Кроме того, бойцам начисляют повышенные пенсионные баллы – 3,6 за год. Проверить накопленный коэффициент и трудовой стаж можно на госуслугах в разделе «Документы, работа и пенсия, пенсионные накопления». Вот и подошел к концу выпуск проекта «Онлайн-среда». Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч!